Привет-привет! Меня зовут Ажар, и мы продолжаем запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, неважно, где они живут. Я думаю, что в основном из Казахстана, наверное, да? И которые хотели бы запомнить казахские слова и таким образом постепенно начать разговаривать на казахском языке и понимать его. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как жер. Жер. Жер – это земля. Но вы понимаете, что слово «земля» имеет несколько дефиниций. И слово «жер» тоже имеет несколько значений. Мы будем просто жер – это земля. То есть это и планета Земля, это и земля, которая в руках, да, земля. И земля – это какой-то участок поверхности нашей планеты. В данном случае давайте фотографии посмотрим. В данном случае да? Земля. Здесь почва видна, да? Почва видна. Здесь трава видна. Это все жер. Также жер можно рассматривать как планету. Планета. Это тоже будет жер. Жер. И теперь мы составляем предложение со словом жер. Мы все, я думаю, любим нашу жер. У Казахстана очень большая жер, которая досталась нам от наших предков. И для того, чтобы она нам досталась, на самом деле наши предки сложили свои головы и пожертвовали своей жизнью. Поэтому мы должны всячески оберегать свой жер и сохранять его. В принципе, каждый казахстанец имеет право на участок жер. Конечно, хотелось бы иметь и его поближе к городу. В Казахстане очень много разнообразных жер. Это и горы, это и пастбища, это и степи, это и земли, на которых выращивают культуры, какие-то пшеницы, еще что-то. Это и леса, всякие разнообразные жер в Казахстане. Когда дом, к примеру, особняк, да, про такой дом у нас в Казахстане говорят, казахи говорят жер үй. Үй – это дом, жер – это земля, жер үй. Конечно, я например, тоже мечтаю жить в жер үй, но пока не получается. Дети любят копаться в жер. Мы когда-то в детстве выкапывали жер, делали такие клады в жер. Жер на самом деле обрабатываются дождевыми червями, и они таким образом его делают как плодотворным землю. Есть страны, где практически нету чернозема, практически весь жер состоит из песков. Есть такие страны. И даже там люди выживают. Таким образом составляйте предложения, смотрите фото, смотрите видео со словом жер для того, чтобы навсегда запомнить это слово. Количество предложений играет большую роль. Обязательно составляйте достаточное количество предложений, чтобы раз и навсегда запомнить это слово
И никогда больше не вспоминать о том, как же на казахском звучит слово «земля». Оно у вас просто раз и прилетит. Ага, то есть вы с легкостью сможете его использовать в будущем. Поэтому пишите комментарии, что у вас вышло, какие у вас были победы, что вы запомнили. Может быть, у вас как-то изменилось отношение к казахскому языку. Может, у вас что-то произошло приятное в жизни благодаря нашим урокам. Вот, давайте обратную связь, для меня это очень важно. Мы с вами идем к нашей общей цели – начать разговаривать на казахском языке и понимать его. Так что большое вам спасибо. Пока.